Через 2 недели в Северной Осетии начинается период летнего отдыха. Излюбленное место жителей республики – туристические базы Иравского района. Ежегодно в Динаге, Раст-Сельмаше и других лагерях отдыхают несколько тысяч детей. Многие годы дорога, ведущая к горным селениям, находилась в аварийном состоянии. Строительные работы на отрезке Чекала-Мацута-Комы-Арт начались только 7 лет назад. Протяженность всей дороги около 50 километров. Сегодня дорожное полотно от Чекалы до Мацуты, а это 31 километр, уложено уже на 75%. С 2008 года на этом участке реализуется проект реконструкции автомобильной дороги. На сегодняшний день из 31 километра заасфальтировано 27,5 километров. Из плановых силовых ограждений, вот вы их видите, 100% на сегодняшний день они установлены. То есть до Мацуты этот проект будет реализован в 2015 году. Кроме асфальтового покрытия, здесь установили дорожное ограждение и так называемые габионы. Это укрепления, защищающие дорогу от осыпания камней. По словам специалистов, в сухую погоду провести детей можно без всякой опасности. По сравнению с прошлыми годами дорога стала в несколько раз лучше, особенно вот до Мацуты. В принципе, сейчас она безопасна в хорошую погоду, в сухую. Ну а в плохую погоду, в проливные дожди или там затяжные дожди, конечно, остаются еще определенные участки, где нельзя исключать опасность. Если отрезок Чекала-Мацута будет полностью отремонтирован к концу этого года, оставшиеся 23 километра до Комы-Арта вызывают еще много вопросов. По приблизительным подсчетам, на этот участок потребуется не менее 700 миллионов рублей. Таких денег у республики нет. Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии обратился в Росавтодор с просьбой включить строительство горной дороги в один из федеральных проектов. Сейчас республика может обеспечить только гравийное покрытие отрезка. Тамила Хамицаева, Яна Гагиева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.